Нет, 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 не надо на вторую. А можно и на вторую перейти, кстати? Да, можно и на вторую перейти. Поняли вас. Ребята, 11 пункт не идет. Это Германия, Штерн, 12-я страница. 18:30, да? Ну, как скажешь, что это. Внимание на шахту. Мотор. И это далеко не все события, которые происходят в стране и в мире. Сейчас с нами на связи находится специальный корреспондент Анна Бритвина. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте! Мы находимся во Всероссийском детском центре «Орленок». Здесь на ежегодный слет собрались юные инспектора дорожного движения со всей России. Сотни мальчишек и девчонок приняли участие в торжественном открытии профильной смены. Ребята приехали сюда не только отдыхать на берегу Черного моря, но еще и работать, а именно соревноваться в знаниях правил дорожного движения. Чем же именно занимаются ЮИД, нам расскажет Александр. ЮИД – это юные инспекторы дорожного движения. Мы помогаем сотрудникам госавтоинспекции проводить различные викторины и соревнования. Между прочим, мы и сами организовываем мероприятия между нашими сверстниками и младшими школьниками, на которых мы изучаем правила дорожного движения. Так что же их изучать, их так все знают. Вы ошибаетесь, Анна. Ничего я не ошибаюсь. Ну что, на зеленый иди, на красный стой, переходим только по зебре. Аня, вы ошибаетесь. Вот если бы вы прошли нашу игру… Да я вашу игру пройду за 5 минут с закрытыми глазами. А если не пройдешь? А если не пройду, подстригусь на лысо и так выйду в эфир. Спорим? Спорим. Хорошо. Правила дорожного движения нужно знать, соблюдать и уважать каждому. Ане только кажется, что они не так важны. Но на самом деле все обстоит иначе. Я и мои помощники докажем ей это. Итак, мы начинаем! Ну что ж, Аня, вот мы и подобрались к нашему первому этапу, который называется общественный транспорт. Но прежде чем попасть на игровое поле, я должен задать тебе 3 вопроса. Ты должна будешь ответить мне за 20 секунд. Ты готова? Конечно, готова. Итак, первый вопрос. Где следует ожидать транспорт? На проезжей части, на тротуаре или на специально оборудованных остановках? На остановках, но если их нет, то на тротуаре. Правильно. Что следует делать в процессе ожидания транспорта? Прогуливаться по проезжей части, прыгать, скакать и играть или смирно ожидать транспорт? Смирно ожидать транспорта. Что нужно делать, если не успеваешь на автобус? Кричать водителю, чтобы он ждал тебя до последнего, ждать следующего автобуса или перебегать улицу? Ждать следующего автобуса, конечно. Ты абсолютно права. Теперь мы можем двигаться на игровое поле. Пойдем? Пойдем. Ну вот, сейчас мы находимся на первой площадке. Твоя задача. Ты должна исправить нарушение правил поведения в общественном транспорте. В данном случае в автобусе. При этом ты должна комментировать свои действия. На все про все у тебя 2 минуты. Я буду ждать тебя по окончанию испытания. Удачи! Спасибо. Ага, сначала нужно выпустить пассажиров, иначе могут затоптать. Так, ребята, не загораживайте проход, проходите в середину салона. Не отвлекай водителя, иначе мы пойдем в аварию. Лучше сядь. Мусор собери, выкинешь все на остановке. Так, не стой, есть свободные места, садись. Так, тебе места не хватило, тогда держись за поручни. Нельзя клеить жвачки к сиденьям автобуса. Убери. Сумку убрать с прохода, не загораживать проход. Молодой человек, пожилым людям нужно уступать место. Нельзя облокачиваться на двери автобуса. Лучше сядь. Перед выходом из автобуса нужно дождаться его полной остановки. Автобус стоит, поэтому я выхожу. Ну что же, Аня, ты весьма достойно прошла первый этап нашей игры. Если честно, я не ожидала от тебя таких результатов. А теперь скажи, как ты перейдешь на ту дорогу? Ты воспользуешься пешеходным переходом, обойдешь автобус сзади или обойдешь автобус спереди? Ну, по старым правилам нужно было обходить автобус сзади, а теперь только по пешеходному переходу. Ну что ж, вперед!
Если бы на переходе был установлен светофор, то задача была бы проще. Но у нас нерегулируемый пешеходный переход, и Аня делает совершенно правильно, что не пытается переходить дорогу сразу. Она убедилась, что машин рядом нет, и переход будет безопасным. Молодец, ты справилась с первым этапом. Пойдем дальше. Пойдем. При переходе улицы от остановки может сложиться еще одна опасная ситуация. За отъезжающим автобусом можно не заметить машину, водитель которой тоже тебя не видит, а потому едет, не снижая скорости. В такой ситуации разумнее будет дождаться, когда автобус уедет, и, убедившись, что вся дорога видна, перейти улицу. Кстати, на месте автобуса может быть любая другая машина, закрывающая обзор. Ну что же, Анюта, мы находимся на втором этапе нашей игры, которая называется «Велосипед». Прежде чем приступить к очередной задаче, я должен проверить твои знания правил дорожного движения. У тебя по-прежнему 20 секунд и 3 вопроса. Ты готова? Готово. Со скольки лет велосипедист может выезжать на дорогу? С 12, с 14, с 16? Думаю, с 14. Где может ездить велосипедист до 14 лет? По оживленным участкам проезжей части, по закрытым площадкам и лесопарковым зонам, во дворах рядом с проезжей частью. Ну, конечно, самое безопасное – это по закрытым участкам. Что нужно знать велосипедисту, выезжая на проезжую часть? Устройство автомобиля, правила дорожного движения или таблицу умножения? Ну, в принципе, нужно знать все, но самое главное – это, естественно, правила дорожного движения. Молодец! Ты абсолютно правильно ответила на вопросы, а следовательно, ты можешь перейти на второй этап нашего конкурса. Отлично. Пойдем. Аня, вот твое первое задание на этом этапе. Подготовь себя и велик к поездке. Ты можешь обращаться за помощью к моим помощникам. Хорошо. Удачи. Итак, это катафоты, которые нужно установить на колесе. Это послужит не только украшением, но и мерой безопасности. Дальше. Звонок. Звонок очень важен, его тоже нужно установить, пожалуйста, для того, чтобы сигналить машинам и пешеходам. Далее. Обязательно нужно установить переднюю и заднюю фару. Передняя фара белого цвета и задняя фара красного цвета. А вдруг я закатаюсь до вечера, будет темно. Ну и, ребята, установите, пожалуйста, еще задний катафот красного цвета и передний катафот белого цвета. Спасибо. Теперь нужно позаботиться о себе. Для начала нужно одеть одежду со светоотражающими элементами. Конечно же, нужно подумать о голове, о защите. Да, огнетушитель нам не нужен. О, перчатки. Перчатки защитят не только при падении, но и помогут крепко держаться за руль. А это прищепки для брюк. Их используют для того, чтобы штаны не попали в цепь и меня не намотало на колесо. Ну, вот, в принципе, и все. Ты готова? Нет, подожди, мне нужно проверить техническое состояние велосипеда. Так, фары работают, звонок на месте, катафоты есть. Все накачано, тормоза есть. Ну да, я готова. Сколько тебе лет? 15. 15. Очень хорошо. Вот тебе маршрутный лист, по которому ты должна будешь проехать, соблюдая все правила. Ну, вроде все ясно, я готова. Удачи! Спасибо. Велосипед может ехать по крайней правой полосе или по обочине дороги, но не должен мешать машинам и пешеходам. С этой задачей Аня справляется успешно. Нельзя возить пассажиров или груз, который сильно выступает за пределы велосипеда. Велосипедист – это полноценный участник дорожного движения, поэтому обязательно надо предупреждать остальных о своих действиях. Например, если хочешь повернуть направо, надо вытянуть правую руку. Этим ты покажешь, что собираешься совершить правый поворот. Если поворачиваешь налево – левую руку. Кстати, дорога не место для баловства, надо держаться за руль двумя руками.
Аня, ты с успехом закончила второй этап нашей игры. Каковы твои общие впечатления от поездки? Все было замечательно, но на дороге мне попалась еще одна уловка от тебя. На обочине стоял человек и голосовал, а я, как водитель велосипеда, не имею права брать еще одного человека на багажник. Молодец, но думаю, не будет лишним напомнить тебе еще одно правило. Водителям велосипеда запрещается поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы движения. Ежели тебе нужно пересечь дорогу, ты должен найти пешеходный переход, слезть с велосипеда и уже переходить дорогу. Ты усвоил это правило? Да, усвоила. Отлично, тогда пойдем дальше. Пойдем. Если ты катаешься не только на велосипеде, но и на роликах, то вот тебе еще несколько советов. Экипировка важна не только для велосипедистов. Настоящий роллер также никогда не станет на ролике без шлема и не защитив наиболее уязвимые при падении места – колени, локти и ладони. На роликах ни в коем случае нельзя выезжать на дорогу. Лучше тренироваться в закрытых площадках, во двориках или парковых аллеях. Вот еще пара секретов для начинающих. Первое, чему обучает роллер, это правило торможения. Это то, что нужно просто знать на зубок и делать автоматически. Если скорость маленькая, то можно просто притормозить задним тормозом. Но если ты несешься на большой скорости и хочешь поскорее остановиться, правильно будет использовать так называемое хоккейное торможение. Перенести вес на одну ногу, а другой, как хоккеисты, подтормаживать боком конька. Хоккейное торможение – прием достаточно сложный, но если не пожалеть времени на тренировку, многих обидных падений можно будет избежать. Место для падения тоже лучше выбирать самостоятельно, вместо бетонных стен и асфальта, отдавая предпочтение мягким газонам и клумбам. Аня, ты прекрасно разобралась в ситуации с автобусом. Ты хорошо научилась ездить на велосипеде. А теперь я хочу посмотреть, как ты поведешься с легковым автомобилем. И это не случайно, так как третий этап нашей игры называется «Легковой автомобиль». Но перед этим наша традиционная викторина. У тебя есть 3 вопроса, 20 секунд. Ну, впрочем, ты сама все знаешь. Поехали. Со скольки лет можно ездить на переднем пассажирском сиденье? С 8, с 12, с 16? С 12. Правильно. Можно ли открывать дверь транспортного средства во время движения? Можно, нельзя. Можно, если очень хочется. Все-таки нельзя. Молодец. Сколько человек может находиться на переднем пассажирском сиденье? 1, 2, больше 2. Помыслим логически. Если спереди сидит пристегнутый взрослый, у него на коленях ребенок, то в принципе 2. Ну что же ты, Аня, по-видимому, тебе совсем недороги твои волосы. На переднем пассажирском сидении не должно быть больше одного человека. Даже самый взрослый и сильный человек при аварии не сможет удержать у себя ребенка. Поэтому все пассажиры должны быть пристегнуты отдельно друг от друга. Ну все, я поняла.